В Белореченске сегодня мы провели круглый стол с учителями Белореченского района для того, чтобы обсудить насущные проблемы, выслушать педагогов и выработать совместно те решения, которые могут лечь в основу политики партии и те решения, которые мы будем продвигать на федеральный уровень для того, чтобы улучшить наше образование и для того, чтобы улучшить положение учителей, повысить их статус. Когда приходят в школу дети, которые по медицинским показаниям не должны сидеть в общем классе, а у него нет справки о том, что у ребенка задержка педагогического развития. А какой выход, на ваш взгляд? А какой выход? Врачи должны давать справки. То, что ребенок не в состоянии по каким-то своим заболеваниям, значит, это должны быть отдельные классы. А они у нас в классе сидят все. Вот этот вопрос нужно снять. И как только будут снять этот вопрос, то родители будут с удовольствием вводить своих детей в такие классы. Потому что, естественно, все боятся за будущее своих детей. Видят, что они... Здесь на помощь может прийти, в принципе, частный сектор. Я говорю о частных образовательных учреждениях для коррекционных для детей. Вот есть частные детские сады, их очень мало, которые работают с детьми инвалидами. Вот. Я работала в то время, когда я получала журнал «Математика» в школе, и также каждый предметник. Там печаталось премьерное календарь и тематическое планирование. Карандашом мы прописывали даты и потом по ходу дела корректировали. Все. Мы что, хуже работали? Мы что, меньше патриотического воспитания делали? Распечатано, вбито. Неправильно. Еще раз точками там записали. Word наберите, в PDF сделайте, тут переставьте, тут распечатайте. Да что это за издевательство? То есть сентябрь работать некогда вообще. Я так и спрашиваю, мы детей... Мы печатаем предложение в сентябре детей вообще в школу не брать, пока вот уйдет. Так они уже нам прислали, вот сегодня выслали мелким шрифтом. Правильно? Вы знаете, вот должна быть вечер общероссийская единая программа образования, единая система учебников. Мы с вами учились по единой системе, мы все проучились по единой программе, единой линейке учебников и единая программа для всей России. Сейчас, извините, с единым куча календарем всего. Как нам объясняла Семенко, которая у нас сейчас в Министерстве просвещения, а она с нами, с математиками курирует, дай бог ей здоровья. Она нам как сказала, на многие годы вперед в издательствах расписано, кто в каком году будет издаваться. И они ждут. Бизнес тоже бизнес. Это же бизнес. Согласие все-таки Министерства образования. Министерство образования Российской Федерации утверждает сразу 5 видов учебников русского языка. Да, разрешено. А больше еще всех попадают дети страдают. Страдают родители, которым не безразличны дети. Вот эти родители. Поэтому родители учатся сами. Учатся сами сейчас родители. Не дети учатся, а родители учатся. И кошелек родительский. Значит, сейчас не смейтесь. Оплата за проверку тетрадей от 250 до 300 рублей в месяц. Это вы в начальной школе. Да. А мы в старшей школе, когда мы готовим к ОГЭ и к ЕГЭ, и когда на каждого ребенка мы ведем вот такие вот талмуды, все его записи, они проверенные лежат, чтобы родителю показать и посмотреть динамику этого ребенка. А в старших классах, в 10-11, не по 30 человек, их поменьше. И в итоге мы получаем 2000 за класс. Победы, я, конечно, понимаю, что это надо делать. Это чтобы все понимали, о чем речь. И участие в разных мероприятиях. Хочется же хорошо детям помочь, поэтому берешь 2 ставки, я всю жизнь 36 часов. Ну и мы так работаем. Вместо 18 36 часов. 36. То есть получается, учителя у нас стахановцы по неволе. По неволе. Российском. Знаете, вот просто уже надоело, когда говорят о средней зарплате, то, что они вот суммируют вот это все. Слушай, у меня вообще больная тема. Это обязаловка наша выписывать газеты. Говорили. Кто вот все это придумал? Учителя это не обслуга, а учителей нужно поставить в один ряд с военными, которые готовят будущее страны еще раньше,
чем они попадают в армию. Ну, это моя позиция была. Я Вот. И говорю мировоззрение про зарплаты, формирует. приравнять Вот. зарплаты силовиков. И потому что по-другому на это дело смотреть нельзя. Да, мы очень благодарны за то, что у нас границу России все-таки обозначили. И что стали понимать, что здесь Россия. После вот всех этих событий. Но у нас изнутри, без единого выстрела, рушат страну. Ни одного выстрела не надо. Когда они от границы повернутся, у нас тут уже ничего не будет. Вот что. Вот это вот непонятно, что отсюда все начинается. С детских садов, со школы, отсюда все начинается.